Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как многолюдная вечеринка в одном из домов на улице Мавлютова переросла в битву на ножах. Он защищался, даже я защищался. От кого? Не знаю, петухи какие. Расскажем о страшной аварии в Арском районе. 1 человек погиб, 3 пострадали. А также мошенничество на 200 миллионов рублей. Когда я был на свободе, никаких проблем в организации не было. Проблемы начались только тогда, когда заблокировали все эти просчетные счета. И приговор за оплату покупок, найденный на улице картой. Хотела извинения попросить у потерпевших, конечно. Знаю, как деньги зарабатываются. Это и не только прямо сейчас. Ножевым ранением закончилось распитие спиртных напитков в большой компании в одном из домов на улице Мавлютова. В разгар веселья между гостьей и ее знакомым мужчиной произошел конфликт, после чего женщина схватилась за нож. Чем это закончилось, знает Рамиль Шайдулин. Тяжелый, 85 килограмм. Это уже последствия вечеринки, которая была в этой квартире. Там было так много людей, что кто на кого и почему напал, не поняли даже те, на чьих глазах все и произошло. Кто кого ранил? Он защищался, даже я защищался. Видите у них? От кого? Не знаю, петухи какие. После выяснилось, что конфликт произошел между гостями, мужчиной и женщиной. По ее рассказам, он напал первый, а она, схватив нож, пыталась защититься. В итоге мужчина с ножевым ранением в руку был госпитализирован. Соседи рассказывают, что жильцы этой квартиры часто пьют и шумят, чем уже порядком надоели жителям подъезда. Постоянно милиция у них. Я сколько раз сама заявление писала. Скандал ночами, день и ночь скандал, день и ночь. Вообще жить невозможно. Какое наказание понесет женщина, ранившая мужчину, будет зависеть от того, напишет ли он на нее заявление. Рамиль Шайдулин, Айран Азипов, Наиль Абдулин. Вызов 112. 1 человек погиб, 3 получили травмы в страшной аварии на трассе Казань-Малмыж. Трагедия произошла сегодня в полдень. По словам очевидцев, водитель «Лады» 14-й модели выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Хёнде». Удар был такой силой, что обе машины превратились в груду искореженного металла. Водитель отечественной легковушки погиб на месте. Его пассажир получил травмы. С различными травмами госпитализировали и 2 пассажиров иномарки. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего водителя автобуса, который насмерть сбил 23-летнюю девушку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Трагедия произошла 24 ноября минувшего года. Водитель общественного транспорта стал обгонять другой автобус, который притормаживал, пропуская идущих через дорогу людей. Молодой человек, идущий рядом с девушкой, пытался задержать ее, но она упала прямо под колеса. От полученных травм она скончалась на месте. 21-летний водитель автобуса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Во время предварительного следствия водитель полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Ахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу. Уголовное дело завели в отношении 38-летнего уроженца Таджикистана, который пьяным напал на полицейского в Казанском аэропорту. Сначала мужчина кричал и матерился на сотрудников аэропорта, потом его доставили в линейный отдел полиции. Когда стражи порядка попросили у него документы, дебошир стал сопротивляться и ударил головой в лицо сотрудника транспортной полиции. На мужчину составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в пьяном виде. А за нападение на полицейского еще и уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы на 5 лет, и вместо самолета он отправился в следственный изолятор. Суд заключил его под стражу. Nissan и Hyundai Solaris столкнулись на пересечении улиц Несмелого и Клары Цеткин. По предварительной версии, водитель одной из машин повернул налево, не пропустив при этом встречный автомобиль. После столкновения обе машины разбросало так неудачно, что они перекрыли дорогу трамваем, причем в обе стороны. Айгуль Бадрудинова продолжит. Обе машины не могли не то что ехать, но даже продвинуться без посторонней помощи на пару метров назад. Авария произошла на трамвайных путях, и участники ДТП хотели поскорее освободить дорогу электротранспорту, чтобы не создавать затор и не решать затем проблему с простоем.
Обе машины ехали навстречу друг другу. Водитель Ниссана Альмера хотел повернуть налево, но во время выполнения маневра он не пропустил таксиста. Вы его не пропустили, получается, да? Ну, наверное, да. А вы не видели, получается, да? Или... Ну, там все машины налево поворачивали, а он прямо летел. Вы как, вину признаете, не признаете? Да, скорее всего, помех справа уж. И хотя водители на месте разобрались, кто прав, а кто виноват, они остались дожидаться сотрудников госавтоинспекции. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. На пересечении улиц Копылова и Белинского столкнулись «Шкода» и «Лада» 14 модели. В аварии никто не пострадал, хотя машины получили серьезные повреждения. Столкновение, по предварительным данным, спровоцировал водитель отечественной легковушки, который выехал на перекресток слишком поздно. На красный шли? Ну, уже на желтый окончание. То есть пока не разобрались, да, кто прав? Ну, вроде я уж виноват. 50 человек эвакуировали из здания КФУ после сообщения о пожаре. Огнеборцам поступила информация, что горит гардероб внутри образовательного учреждения. Однако это не подтвердилось. Источник возгорания находился в ливневой трубе. Там горела листва. Площадь возгорания составила 10 квадратных сантиметров. В результате инцидента никто не пострадал. Жительнице Бугульмы вынесли приговор за трату денег с найденной на улице банковской карты. Она расплачивалась ею в магазине. В итоге на свои личные нужды потратила почти 10 тысяч чужих рублей. Подозреваемую нашли, ей предъявили обвинение в краже. Диляра Юсупова о вердикте суда. Хотела извинения попросить у потерпевшего, конечно. Знаю, как деньги зарабатываются. Теперь она уже понимает, что деньги на банковской карте, лежащие на улице, не находка, а кража. Сейчас бы она отнесла ее в банк, но тогда пошла по магазинам. Крупных покупок не делала. Укладывалась в 1000 рублей, чтобы терминал не спрашивал пин-код. И так 10 раз. Бугульминский городской суд Республики Татарстан рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая совершила кражу денежных средств чужой банковской карты. В судебном заседании было установлено, что подсудимая обнаружила карту на улице, после чего расплатилась ею за покупки в нескольких магазинах города. Всего на карте было 10 тысяч рублей, и она потратила их все. Владелец карты и денег на ней написал заявление в полицию. Подозреваемую задержали быстро. С учетом всех обстоятельств дела, а также того, что она полностью возместила потерпевшему причиненный ущерб, суд назначил ей наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Суд приговорил женщину к году лишения свободы условно. Приговор в законную силу еще не вступил. Диляра Юсупова, Елена Саляхова, вызов 112. Советский районный суд Казани начал зачитывать обвинение 36-летнему Сергею Купцову, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере. Как установили следователи, он организовал кредитно-потребительский кооператив и привлекал деньги вкладчиков, обещая очень высокий доход. В надежде разбогатеть люди несли свои последние сбережения. Денег с тех пор они больше не увидели. С подробностями дела Елена Саляхова. Вы свою вину не признаете? Нет. Предъявленном обвинении нет. Он утверждает, что проблемы начались после ареста, причем по другому уголовному делу. Примерным поведением не отличался. В 2008 году по его вине произошла авария, в которой один человек погиб, еще 2 были ранены. Дело тогда закрыли за примирением сторон. Спустя 2 года, уходя от погони, протаранил 14 машин. За рулем тогда он находился в состоянии наркотического опьянения. В 2012-м отправился за решетку за незаконный оборот наркотиков, а в 2014-м на него возбудили дело за мошенничество. В период с 1 декабря 2006 года по июнь 2014 года, являясь директором кредитно-потребительского кооператива граждан, кредитный центр действует с корыстных побуждений, основная общественная опасность, где есть желание наступления общественной опасности. Впоследствии путем обмана совершил хищение денежных средств граждан, вкладчиков кредитного центра в особо крупном размере на общую сумму 264 миллиона 29 409 рублей. По версии следствия, Сергей Купцов создал кредитно-потребительский кооператив, открыл офисы в нескольких городах Татарстана, в Ижевске, Екатеринбурге и привлекал деньги пайщиков, обещая до 120% годовых. Сейчас в уголовном деле фигурирует 1400 потерпевших, никто из них на процесс не явился. А на основании чего там какие-то были заявления от потерпевших? Нет, не было никаких заявлений. От потерпевших меня арестовали совсем по другой статье. И пока я находился под стражей, возбудили уголовное дело по 159. То есть, когда я был на свободе, никаких проблем в организации не было. Проблемы начались только тогда, когда заблокировали все эти расчетные счета, изъяли всю документацию в офисах по всей России. Соответственно, вся работа была парализована. Под арестом мужчина находился почти 6 лет. Мера пресечения завершилась 21 января этого года. Продлевать ее не стали. 1 день в СИЗО засчитывается за 1,5 года в колонии общего режима. И теперь, даже если Сергея Купцова признают виновным, его, возможно, отпустят прямо из зала суда.
Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.